За всеми теле- и радиопрограммами стоит слаженная, кропотливая работа большого коллектива. Подготовка к прямому эфиру объемных программ начинается за 4 часа до трансляции. В студии и аппаратной в одну смену работают около 20 человек. Все обдумывается до мельчайших деталей. Оформление титров, подготовка видеороликов, хронометраж, звук, свет и речь ведущих. Операторы настраивают камеры, художники-декораторы выставляют соответственное оформление студии. Во время трансляции у каждого работника имеется радиоприемник либо наушник, через который ответственные руководят синхронностью всего процесса. У меня был такой скептицизм насчет работы. Я думал, да, тут, прям как на заводе пришел, отработал, ушел, смену сдал. На самом деле сейчас для меня очень интересно заниматься аппаратурой, да, понимать, насколько сложный бывает эфир. Он ведь продумывается сценарий, да, получается продюсера, какие декорации должны быть. Вообще весь план от и до всегда прописывается. И в этом плавном участии мне очень нравится как-то одно целое, короче. В целом это огромная команда, которая отвечает за каждое свое действие. Но тем не менее мы работаем слаженно. То есть мы понимаем задачи каждого и как-то сопоставляем их. Компания владеет 3 телеканалами: НВК «Саха», Якутия-24, «Мамонт», а также радио «Тетым». И все вещания контролируются и отслеживаются в аппаратно-программном блоке, который работает круглые сутки на протяжении всех лет вещания. Аппаратура здесь отключается только во время профилактических работ каналов, а это 1 раз в год. Это самое сердце телевидения. Сюда стекаются все сигналы не только со всех студий нашей компании, да, но также внешние источники подключения из Москвы, из каких-то спортивных комплексов, мероприятий. Права на ошибку нет, потому что все происходит в прямом эфире, прямо все конкретно. Если на монтаже где-то какие-то ошибки можно что-то переделать со временем, здесь уже нужно соображать очень быстро. Оперзамены, если что-то случается, также перебои со светом у нас бывают. Это все нужно решать именно в ту же секунду. Это заключается работа в этом. Работа в эфире всегда непредсказуема. Каждый работник готов к любой внештатной ситуации. На подхвате всегда имеются дежурные. Реакция на импровизацию выработана у каждого. Поэтому после эфира у всего коллектива мини-праздник. После длительного эфира мы всегда все дружно выдыхаем. Да, мы сделали это. Вот что типа такого. Всего в компании 4 действующих студийных павильонов. Все они оснащены современным оборудованием. В каждом работают команды из профессиональных специалистов. АСК, аппаратно-студийный комплекс. Сюда входит два аппаратно-студийных блока. Это 5-й, который здесь мы находимся, который вводился в строй в 2011 году, в 2015 году. Это большая студия 300 квадратных метров, о которых мы так долго мечтали. Первая АСБ-1 – это та, которая строилась в 62 году, в 63 году прошлого века. И то, с чего начиналось, собственно говоря, это было 90 квадратных метров. 2 аппаратно-студийных блока у нас новостейных еще есть. Кроме того, в технической дирекции еще есть целый отдел передвижных средств телевидения. Это ТЖК, это передвижные станции телевизионные, это айтишники, компьютерщики, это радиовещание. В принципе, у нас такая достаточно большое разнообразие такое. В принципе, все начиналось, конечно, в 1963 году с маленькой студии. Но она тогда была, нам казалось, не маленькая, она была типовая студия. В этом году в честь юбилея для слушателей и зрителей телеканала компания разработала обновленное мобильное приложение, которое объединило все продукты и проекты компании. Ежегодно в телесезон на экранах появляются новые программы. Компания вещает по спутнику, в интернете, по кабельному телевидению. Всего по республике 260 передач. А за всем этим стоит слаженная работа преданных своему делу телевизионщиков. Марферина Алексеева, Семен Семенов, Якутск.